Врачебная амбулатория в селе Улаханан, школа-сад в селе Актемцы, зал борьбы в городе Покровске. В Хангаласском Улусе активно возводятся социально значимые объекты. Помимо строительства также идет ремонт зданий, например, основного корпуса Махсагаловского отделения Центральной районной больницы. В этом репортаже сделаем обзор на важные стройки района. Начнем, пожалуй, с объектов здравоохранения. Напомним, нынче 2021 год проходит в Якутии под эгидой Года здоровья. В Хангаласском Улусе с начала этого года ввели в строй 3 объекта здравоохранения. Врачебную амбулаторию в селе Синск, фельдшерско-акушерский пункт в селе Красный Ручей и офис врача общей практики в селе Кердем. На этом строительство объектов не закончилось. Недавно стало известно, что до конца года здоровья в районе построят еще 2 объекта. Это Улахананская врачебная амбулатория и отделение скорой медицинской помощи в городе Покровске. Да. Тут мы отработали с территориальным фондом ОМС, отработали даже с Москвой, с федеральным фондом ОМС. И нам было дано разрешение использовать средства ОМС, то есть те деньги, которые больница сама зарабатывает. Да, вот, мы проводим лечение больных, отчитываемся в территориальный фонд, и нам отправляют деньги за этих пациентов. Да, вот это подушевое финансирование. Мы за счет вот этого подушевого финансирования из этих средств будем строить вот эти 2 объекта. И впервые вот в Улусе мы заключили договоры финансовой аренды, разместили аукционы. То есть эти объекты буквально как аналогичные ипотеке, мы будем рассчитываться за них ежемесячно в течение 3 лет. Стоимость Улахананской врачебной амбулатории в результате аукцион был размещен на 10 миллионов, а сумма контракта составила 9 миллионов 850 тысяч рублей. Да? И отделение скорой медицинской помощи, аукцион размещен на 12 миллионов, контракт заключен на 11 миллионов 880 тысяч. И вот эти здания построят до конца года? Эти здания будут введены в эксплуатацию до конца года. Это будут модульные конструкции. Как и в Красном ручье. Как Красный ручей и как Синск, да. В Улаханане строительство врачебной амбулатории уже началось. Подрядной организацией проведена отсыпка под фундамент. Новое здание возведут внутри двора старой амбулатории. А скорую помощь мы решили разместить на территории стационарного отделения нашего в Покровске, напротив кабинета компьютерной томографии. Там тоже площадей достаточно. Есть рядом газ, электричество, все коммуникации, поэтому мы там построим здание. Это будет также удобно для работы, потому что машине скорой помощи не придется ездить очень далеко. Буквально привезли больного, поставили машину в гараж, да, или поехали на вызов, они все равно в стационар всех больных везут. Уменьшится пробег автомашины. Недавно в Махсагаловском отделении районной больницы стартовал капитальный ремонт. Этого события жители поселка ждали долго. Не раз поднимали вопрос капремонта на ежегодных отчетах перед населением, проводили встречи с министром здравоохранения республики и так далее. Мероприятия по капитальному ремонту Махсагаловского отделения нашего были включены в приоритетные мероприятия приоритетного национального проекта по здравоохранению. И в этом году уже началось финансирование. Вообще планируется финансирование на 3 года. Это должен быть ремонт 50 миллионов рублей. Это ремонт только основного здания. Это исключая здание морга, прачечной и инфекционного отделения. То есть в план вошел ремонт только основного здания. В этом году мы получили общую сумму 20 миллионов 699 тысяч, 23 миллиона 262 тысячи рублей на весь ремонт. Из них разместили мы 2 аукциона на кровлю на сумму 8 миллионов 685 тысяч. Да, и выиграл подрядчик с экономией 2,5 миллиона, и контракт заключен на 6 миллионов 123 тысячи на обустройство кровли. Кровля будет полностью новая, она будет скатная. Сейчас существующая кровля, это мягкая кровля, которую приходится каждый год ремонтировать.
наплавлять сверху технониколь, рубирует, да, и она как бы быстро выходит из строя. А сейчас мы сделаем кровлю, которая уже не потребует такого постоянного ухода. Скатная кровля на стропильной конструкции, она будет очень, очень надежная и долговечная. Да? Работы по обустройству кровли стартовали 12 августа и продлятся до конца сентября. Помимо этого, в этом году будет произведена полная замена инженерных коммуникаций основного корпуса. И второй аукцион у нас на сумму 14 миллионов 576 тысяч рублей. Да? Это ремонт всех коммуникаций, да? То есть отопление, водоснабжение, канализация. У нас каждую зиму раз в неделю происходят там аварии. Или замерзает канализация, прорыв отопления в прошлом году несколько раз был в нескольких местах. Там все коммуникации, износ достигли критический, трубы практически превратились там в ржавчину, да? Можно и пальцем проткнуть эту трубу, да? И это состояние, конечно, необходимо срочно менять. Что мы будем делать? Уже заключен, на стадии заключения, вернее, контракт на эту сумму на 14,5 миллионов. Да? И после подписания контракта уже подрядчик приступит к работам по замене всех этих коммуникаций в основном здании. На следующий год запланирован капитальный ремонт здания родильного отделения в городе Покровске. Далее пройдемся по строящимся образовательным объектам. В этом месяце должно состояться торжественное открытие школы-сада на 220 и 100 мест в селе Актемцы. В мероприятии запланировано участие главы республики Айсена Николаева. Объект начали возводить в 2019 году. Впервые в истории района в одном здании совместили и школу, и сад. За строительство взялась компания «Сетте», генеральным директором которой является выпускник Актемской средней школы. Кстати, выпускники прошлых лет внесли немалый вклад в благоустройство территории школы-сада. В данное время нам помогли 8 выпускников и 3 выпуска. Собрали более 2 миллионов рублей. На эти средства мы заказали ограждение для детской площадки на сумму 600 тысяч рублей для безопасности детей. И потом около 500 тысяч мы заказали большую стеллу с названием «Актемская школа». А также мы закупили оборудование для ландшафтного дизайна. Это поливочные установки и газонокосилку. Но в данное время сейчас у нас еще остаются около 1 миллиона рублей и очень много планов. Благодаря нашим выпускникам, меценатам, мы уже практически готовы к встрече с детьми. Мы очень с нетерпением ждем открытия новой школы. Сейчас идет усиленная подготовка к торжественному открытию. Внутри здания идут лакокрасочные работы, сбор и установка мебели. Снаружи также лакокрасочные работы, монтаж детских площадок и установка ограждений для них, уборка территории, посадка цветов и деревьев. В соседнем селе Чапаево завершается строительство учебного корпуса на 150 мест и интерната на 100 мест Малой академии наук. Первая свая была установлена в 2017 году. Нынче оба объекта должны ввести в эксплуатацию. Финансирует стройку компания «Роснефть». Стоимость более 1 миллиарда рублей. Недавно ход строительства осмотрел вице-премьер республики Сергей Местников и дал поручение подрядной организации в ближайший месяц-полтора сдать объект, чтобы с ноября дети могли приступить к обучению.
До конца года также должны ввести в эксплуатацию новое здание детского сада на 90 мест в селе Улаханан. Объект возводится в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» по мероприятию «Современный облик сельских территорий». Подрядной организацией выступает компания «Стройкомплект». Площадь здания почти 1500 квадратных метров. Оно будет оборудовано по самым современным стандартам. Медицинский кабинет, музыкальные и спортивные залы, буфет на 2 этажах, групповые кабинеты для детей. В данное время детский сад находится на стадии завершения и примерно в декабре этого года должны открыть. В районе также возводятся спортивные объекты. В середине октября должно состояться открытие зала борьбы имени Леонида Спиридонова, выдающегося якутского борца, участвовавшего в Олимпийских играх в Афинах и Пекине. Двухэтажный зал борьбы площадью более 1000 квадратных метров построили на средства общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке». На первом этаже будут расположены фойе, гардеробная, касса, охранный пост, раздевалки, санузлы, душевые, а также кабинет врача с процедурной и спортивный зал. На втором этаже разместятся просторный универсальный зал, тренерская, кабинет директора и балкон с выходом на спортзал.